Кыргызстан и Таджикистан являются членами Организации договора о коллективной безопасности, иначе говоря, ОДКБ. Кроме Кыргызстана и Таджикистана туда входят Казахстан, Беларусь и Россия. В соответствии со статьей 3 Устава ОДКБ целями организации является укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Все, кто подписал этот договор, обязуются уважать границы и суверенитет другого государства и решать все вопросы только дипломатическим и мирным путем. Сейчас мы видим, что между двумя участницами этого договора идет вооруженный конфликт, и ОДКБ не может ничего сделать, кроме призывов к переговору. Прецедентов таких еще не было, чтобы между участниками одного договора был конфликт. Наиболее близкий пример есть из примера НАТО, когда был конфликт из-за Кипра между Грецией и Турцией. Тогда Греция временно вышла из НАТО ввиду того, что другая страна-участница ввела свои войска. Но были случаи, когда из ОДКБ выходили страны, такие как Азербайджан и Грузия, а Узбекистан временно приостановил свое членство в ОДКБ. Причины разные, но есть одна схожая – это недоверие к одной из стран-участницы, а именно к России. В освещении конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном российские издания, ведущие и блогеры проявили непрофессионализм тем, что они освещали конфликт односторонне. 30 апреля президент Кыргызстана Садыр Джапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон договорились в середине мая встретиться в Душанбе. Согласие Садыра Джапарова поехать в Душанбе может интерпретироваться по-разному. Чтобы не было никаких манипуляций ни с кыргызской, ни с таджикской стороны, переговоры должны проходить только на нейтральной территории.